Я из тех странных людей, которые любят шароебиться и проводить свои ритуалы в лесах. В этот раз мы с подругой решили поехать к берегу Ладожского озера, чтобы посетить там сакральное место силы. У самов и карелов считается, что после смерти шаман уходит в Сейд-камень. Это большой приметный валун, под которым таится проход в Нижний мир. Раньше такие живые камни становились хозяевами территорий. Им приносили дары, прежде всего часть добычи, рыбу или ленину, и просили благополучия, сохраняя таким образом обязательный обмен между человеком и духом места. Мы тоже решили делать все по старым канонам. Взяли необходимое, омылись в озере, восславили духов воды, на берегу разделали рыбу, дальше уже не произнесли ни слова. Ритуал проводится в полной тишине, должен звучать только шепот и тихое пение. Я убрала волосы, чтобы больше походить на мужчину, ведь раньше к подобным ритуалам женщины не допускались. А дальше мы общались с древним шаманом, я просила за своих людей, чтобы мое племя было богатым, чтобы обменял великий дух деньги на рыбу, чтобы из моря к ним пришел богатый улов.